Демонстранты, собравшиеся в центре Киева, потребовали справедливости рассмотрения случаев насилия со стороны украинских сил безопасности во время акций протеста, которые привели к свержению бывшего президента Украины Виктора Януковича. 1 декабря громкоговорители в записи транслировали новости о событиях, начавшихся на Майдане более года назад. В ходе акции был свергнут президент Виктор Янукович. Активисты Amnesty International заявили, что никто не был наказан за гибель около 100 человек и избиение многих других. На северо-западе Пакистана студенты выразили протест против применения оружия в образовательных учреждениях после того, как между соперничающими студенческими политическими группами вспыхнула перестрелка. Насилие в Пешаварском государственном колледже 2 декабря привело демонстрантов к блокированию главной дороги в городе. Ожесточенные столкновения между студенческими крыльями различных политических групп стали обычным явлением в Пакистане, часто приводящим к ранениям, а то и смерти. Конференция по проблемам людей с ограниченными возможностями собрала более 350 чиновников, активистов и представителей международных организаций. Собрание посвящено изучению общественных инициатив, призванных помочь нуждающимся инвалидам Таджикистана. По словам активистов, правительственных инициатив недостаточно. Родители также должны работать, чтобы помочь интегрировать своих детей-инвалидов в общество. В Афганистане группа защиты прав медиа похвалила президента страны Ашрафа Гани за подписание закона о свободе доступа к информации. НАИ, так называется правозащитная группа, с оптимизмом смотрит на принятый закон, который 5 месяцами ранее прошел рассмотрение в парламенте. Однако, по мнению критиков, закон все же позволяет властям скрывать информацию в не совсем четко прописанных вопросах национальной безопасности, а также в случаях независимого рассмотрения жалоб.